12 по 14 июля в Хангаласском Улусе на базе туристического комплекса Ортодойду проходил первый республиканский фестиваль молодежи «Табыс». Название «Табыс» расшифровывается как «Тапта» – «Люби», «Аллага» – «Благослови», «Баит» – «Обогащай» и «Тык-Сергин» – «Родную землю». Фестиваль пришел на смену ежегодно проводимому республиканскому УСЭХу молодежи. Формат молодежного фестиваля несколько расширен и включает в себя деловую, спортивную и культурную программы. На фестиваль съехались представители 20 улусных делегаций и 5 молодежных общественных организаций. Всего количество участников составило 625 человек. Средний возраст участников – 28 лет. Все они разместились в палаточном городке. В первый же день работы фестиваля был проведен конкурс на лучшее оформление палаточного городка. Среди улусных делегаций победителем стала команда из Мегино-Кангаласского улуса. Среди общественных организаций – молодежный парламент при Государственном собрании Илтумен. Также в первый день стартовала деловая часть фестиваля. Были проведены деловая игра «Мир», что расшифровывается как молодежная инициатива в республике, а также конкурс «Лучший работник сферы государственной молодежной политики». Касаемо последнего конкурса, то он является региональным этапом всероссийского конкурса и проводится в нашей республике во второй раз. Победители отбирались в двух категориях – руководитель и специалист. Лучшим руководителем в сфере государственной молодежной политики стал нерюнгринец Матвей Громак. Лучшим специалистом – Наталья Киренская из Мегино-Кангаласского улуса. Далее победители регионального этапа будут принимать участие в всероссийском конкурсе в заочном этапе. До 15 сентября они должны будут разместиться на всероссийской платформе. И вот те этапы, которые проходили у нас сегодня, это как раз уже первые такие зерна для того, чтобы разместить вот эти материалы на всероссийском конкурсе. В прошлом году во всероссийском конкурсе 3-е место заняла наша нерюнгринская девушка Наталья Угарова, поэтому мы очень надеемся, что и в этом году у нас будет финалист. К концу первого дня состоялось торжественное открытие фестиваля «Табыс» при участии зампреда правительства республики Ольги Балабкиной и министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Степана Саргыдаева. Дорогие друзья, отныне наш фестиваль станет главным праздником молодежи нашей многонациональной республики, праздником мира, дружбы и движения вперед. В течение 3 ближайших дней мы увидим, на что способна наша молодежь, которая собралась из самых разных уголков республики, разных движений. Помните, что сплоченность, справедливость и единение команд – главная сила нашей молодежи. Пусть фестиваль молодежи оставит свой след в вашей памяти, как светлые эмоции, приятные знакомства, неоценимый опыт тимбилдинга и патриотизма. Все новое – это хорошо забытое старое. Наш фестиваль молодежи «Табыс» – это новый формат полюбившегося всем УСЭХа молодежи. И сейчас мы должны направить ресурсы в нужное русло, развивать стратегическое мышление, развивать молодежь в актуальных направлениях, разрабатывать новые подходы в решении насущных проблем. Сегодня фестиваль молодежи объединяет формат деловой игры, тимбилдинга и культурного просвещения. Главным событием второго дня фестиваля «Табыс» стала встреча участников с Айсеном Николаевым. Встреча прошла в формате «Диалог на равных». Участники имели возможность задать любые вопросы главе региона. Перед тем, как начать диалог, Айсен Николаев поздравил с днем рождения модератора встречи, министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Степана Саргыдаева. Тот, в свою очередь, задал главе первый вопрос. Как известно, Айсен Николаев стал народным депутатом парламента в 25 лет, и этот рекорд все еще не побит в пределах республики.
Министр Степан Саргыдаев поинтересовался, какими принципами тогда руководствовался глава и каких придерживается сейчас. На самом деле жизненные принципы мои с тех пор так и не поменялись. На то они и принципы, чтобы их нельзя их часто менять. Вообще нельзя менять жизненные принципы. Вот. Я считаю, что человек приходит в этот мир делать его лучше. Так, и поэтому надо работать на том посту, на том месте, где тебе сегодня доверено работать, людьми, народом. И работать надо честно и хорошо. Вот. А цель у меня одна, чтобы люди в Якутии жили богато и счастливо. Также главе республики был задан вопрос, состоял ли он в свое время в какой-либо студенческой организации. Первыми, наверное, за пределами республики мы создали общественную организацию «Саха-Москва». Она вот сейчас там несколько раз мутировала, изменялась. Сейчас как-то она тоже по-другому называется. Но в целом я один из тех людей, которые ставили подписи под созданием общественной организации студентов якутян в городе Москве. Вот, то есть я никуда не вступал, я сам создал общественную организацию с друзьями. Так и вот. Далее Алексей Иннокентьев, представитель молодежного парламента Якутии, предложил ввести в образовательный процесс школьников и студентов такой предмет, как «История Якутии». Его предложение получило положительный отклик. Участница из горного улуса Сардана Туралысова поинтересовалась мнением Илдархана о повышении возраста молодежи до 35 лет. Также представители Кабяйского улуса пригласили главу региона с рабочим визитом в свой район. Сегодня была очень хорошая встреча с молодежью на фестивале «Табыс», который у нас здесь впервые проходит. Было очень много интересных вопросов, самых разных, от таких личных вопросов, заканчивая уже вопросами того же пресловутого 202-го постановления. Был откровенный такой диалог. На самом деле позиция, конечно же, и вопросы, которые поднимаются молодежью, они очень актуальны. И уверен, что молодежь – это на самом деле та энергия, тот мотор, который нашу республику должен вести вперед. И я рад, что у нас такая замечательная молодежь, начиная от южных наших районов, от Нергриса, заканчивая Северным Ледовитым океаном. Зрелищным и преисполненным любви стал проведенный во второй день фестиваля «Табыс» конкурс «Молодая семья Республики Саха-Якутия-2019». В нем приняли участие 22 семьи из 16 улусов. Участники – семейные пары, состоящие в официальном браке и постоянно проживающие на территории Якутии, в возрасте до 35 лет, имеющие одного и более детей. Конкурс состоял из 5 этапов – герб семьи, вензель семьи, интеллектуальный этап, визитка и творческий конкурс. Мы женаты уже 5 лет. У нас пока одна дочка. Я работаю учителем английского языка и социальным педагогом в Кутанинской школе. Нургиана работает в Кутанинской сельской модельной библиотеке, заведующим библиотекой. А впервые участвуете в подобном конкурсе? Мы участвовали в нашем улусе. Мы молодая семья, мы специалисты. Там стали победителями, переехали и решили участвовать здесь. Как вам фестиваль, первый республиканский фестиваль молодежи, организация, вообще условия конкурса? Организация очень хорошая. Вчера прошел очень хорошее открытие. Организация на высоком уровне. 2 детей, дочка Анастасия, ей 4 года, а сын Константин год. Впервые участвуете в подобном конкурсе? В республиканском, да, а так в районном 2 раза участвовали, были победителями дважды. И приехали. Мы достаточно творческая семья, поэтому, как сказать, это наше как бы. В каком плане творчество, в каком направлении? Муж мой поет, он и тоюксут, а я рукодельница. В итоге победу одержала семья Ивановых из Чурапчинского улуса. Помимо денежного сертификата номиналом в 300 тысяч рублей от главы республики Айсена Николаева, они также получили путевку в финал республиканского конкурса «Семья года-2019», который пройдет в декабре этого года в городе Якутске.
Спортивная часть фестиваля «Табыс» включала в себя командное соревнования по кроссфиту и соревнования по спортивному туризму. В рамках культурной программы прошли выставка «Смотр народного творчества. Молодой мастер», конкурс гитарной песни «Играй и пой, моя гитара», фестиваль вокально-инструментальных ансамблей и конкурс театрализованных миниатюр. К концу третьего дня были объявлены результаты первого республиканского фестиваля молодежи «Табыс». Абсолютным победителем стала делегация Мегино-Кангаласского улуса. Они получили в качестве главного приза автомобиль УАЗ. Второе место заняла команда из Хангаласского улуса. Третье – команда из Вилюйского улуса. Среди общественных организаций первое место заняла и получила сертификат на 150 тысяч рублей первичная профсоюзная организация студентов Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова.